Новости об убийстве чеченского блогера, правозащитника и критика Кадырова в Швеции сегодня уже обрели какую-то форму массового перепечатывания в СМИ. Хотя официального подтверждения этому нет. Понятно, что такого рода новости они не являются беспочвенными из-за того, что у нас в Берлине ГРУшником был застрелен в парке чеченский полевой командир. ГРУшника быстро взяли, и в принципе об этом убийстве тут же через 3 часа Deutsche Welle написала. В Вене был застрелен Анзор Венский, как он себя называл. У него, правда, не было госохраны. Я сейчас скажу, почему я думаю, что с парнем, возможно, все в порядке. Во-первых, хочу подчеркнуть, что человек порядочный и смелый. На него уже было осуществлено нападение. Он сам задержал преступника, переодевшегося в полицейскую форму. Наемного шакала. Сам его задержал, вызвал полицию, и после этого к нему была представлена государственная охрана. Он находился под охраной полиции, в том числе, как и его семья, его брат, семья его брата. И первую новость о том, что его убили, я заметил на телеграм-канале Двач. Параллельно читал Адат. На Адате только вчера ночью появилась информация из якобы проверенных источников, что его застрелила группа лиц в Швеции. Теперь я хочу сказать, почему я думаю, что это не совсем так. Противоречивая информация в данный момент о том, что с судьбой его брата, потому что по некоторым данным брат его находится сейчас под защитой спецслужб, а 1 декабря в телеграм-канале опубликовали, что убит он и его брат, а семьи его и брата не выходят на связь. Убийство это, если оно таковым является, громкое и политическое для Европы. И в принципе журналистика в Европе, как и в Америке, называется недаром четвертой властью. Fifth power. То есть как бы то ни было, но журналисты бы мимо такого бы не прошли. Как это в Швеции группа лиц расстреливает человека и об этом узнают из российских телеграм-каналов. Сегодня об этом «Новая газета» написала, сегодня об этом написала прокремлевская газета «РУ» о том, что он был убит. Что-то похожее произошло с Аркадием Бабченко, когда на него готовилось покушение, и украинская СБУ фактически синсценировала фотографии с его смертью и казнью, опубликовала, а после этого, когда всех заказчиков и исполнителей арестовали, тогда его показали живым и здоровым. Я думаю, с Тумсо, я надеюсь, я не хочу ошибиться, я надеюсь, что тут будет то же самое. Действительно, видимо, на человека готовилось очередное покушение, действительно об этом узнали, и действительно, чтобы всю цепочку размотать до конца, чтобы никто не сбрился на пароме из Нарвы куда-то там дальше, либо не выехал из Евросоюза, либо не затихарился, об этом сейчас молчат, что произошло на самом деле. Швеция очень тихая страна, небольшая страна, практически 10 миллионов населения, около 20 тысяч полицейских и около 1500 скрытых спецагентов. Я не думаю, что человек, который вот так вот открыто противостоял Кадырову и Путину, мог бы быть расстрелян группой лиц. Что-то здесь не вяжется. Хотя, повторюсь, телеграм-канал Адат написал ночью, что по их информации его все-таки расстреляли. Я думаю, не так все просто. Я думаю, через неделю-две мы правду узнаем. Потому что, когда такое происходит, повторюсь, это громкое преступление. Должны были отчитаться мэр города, правительство Швеции, Министерство внутренних дел. Не было никаких заявлений от Ахмеда Закаева, который с ним плотно контактировал. То есть там хранится молчание.
в данный момент, мое мнение, ищутся исполнители по всей цепочке в Европе. И как только все будут схвачены, тогда скажут, что произошло на самом деле. Жив ли он? Что случилось? Если погиб, при каких обстоятельствах? Как сказал мой один товарищ из одного управления по охране немецкой конституции, пока не стоит читать СМИ и верить, что там пишут, особенно российские, поднятые эту новость на штыки. Так что, Тумсо, желаю тебе здоровым оказаться, быть здоровым, здравым и продолжить свое дело. Ты храбрый человек и мужественный.